معتبرترین نسخه های شاهنامه تعداد ابیات شاهنامه 54,000 بیت است و در غیر معتبرترین به 65,000 هم میرسد. Вы знаете о том, что авторитетных манускриптов или рукописных изданий Фердуси, которые нашли, там существует есть 54 тысячи бейтов, а те, которые так не авторитетны, в них до 65 тысяч. خب اگر ما این 30 سال را به عنوان زمان سرودن و این 60,000 بیت را کنار هم بگذاریم و تقسیم کنیم، یعنی 60,000 بیت تقسیم بر 30 سال، 30 ضرب در واقع 12 ضرب در 60، این را به دست بیاوریم، چیز جالب به دست آمد. روزنامه فردوسی بیشتر از 4 بیت نمیگفته است. Интерес заключается в том, что если мы посчитаем, скажем, он в течение 30 лет, получается, написал все эти стихи. Там существует 60 тысяч бейтов. Если их поделим, получается, сколько будет? Нужно будет умножить 12 на 60. Получается, мы получаем, что в день он говорил и писал только 4 стиха. خب فردوسی که آنقدر قوی بوده است در شعر و روزی 4 بیت بیشتر نمیگفته است و کار دیگر هم نداشته است، نه وکیل بوده است، نه وزیر بوده است، نه پستی در دربار داشته است، هیچ نداشته است، فقط از اموال خود استفاده میکرده است و شعر میگفته است. او در یک روز چه میکرده است؟ Значит, тут Фердауси, величайший поэт, в день он писал, получается, по 4 бейта. Человек, который не занимался больше этого ничем, он не был ни юристом, он не был государственным деятелем, он из того, что имел, получается, тратил для своей жизни и каждый день, получается, писал только вот 4 бейта. Разве такой величайшая личность в течение дня имел возможность, получается, написать только 4 бейта? در حالی که ما در ایران شاعری داریم که ظرف 3 سال 120,000 بیت میگوید به نام شاهنامه. У нас есть в Иране такой поэт, который в течение 3 лет, значит, он говорит 120 тысяч, пишет 120 тысяч бейтов стихов, которые он называет Шахнаме. سوال اینجاست، واقعا فردوسی 30 سال چه میکرده است که روزی بیشتر از 4 حتی اکثر 5 بیت بیشتر نگفته است؟ وقتش را صرف چه میکرده؟ Вопрос заключается в том, что делал Фердуси, получается, в течение 30 лет. Если он каждый день, получается, писал стихи, только 4 бейта, если даже самое большее 5 бейтов, что он делал в эти дни? که من شخصا معتقدم نظم شاهنامه بسیار بیشتر از 30 سال بوده است. حدود 45 سال شاهنامه طول کشیده است. ولی آنچه که به دست ما رسیده است 30 سال طول کشیده است. Я сам убежден в том, что само поэзия Шахнаме, его написание, значит, продолжилось, было в течение 45 лет. То, что сейчас находится в наших руках, это, значит, было в течение 30 лет. و مسئله این باید رویش فکر بکنیم، یعنی به سادگی قابل حل نیست. Это та тема, которая нужно будет хорошенько над нами подумать, потому что это не тот вопрос, который можно было бы так просто его понять. و مسئله دیگر که خیلی مهم است، چرا فردوسی میگوید بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پاس. آیا او شوخی میکند با ما؟ Вопрос заключается в том, что когда Фердуси говорит следующее, о том, что на протяжении, если дословно все эти стихи, получается, на протяжении 30 лет я, создавая, творя, имеется в виду Шахнаме, я возродил, имеется в виду персидский язык для аджама. ما می‌داریم که فردوسی برای سرودن شاهنامه 4 چیز مهم را از دست داد: جوانی، پول، موقعیت‌های اداری و استقبال و اقبال مردم را. این 4 چیز را از دست داد. Мы все прекрасно знаем о том, что и написание
этого труда Шахнаме Фердоуси потерял 4 основных вещей для него. Это его молодость, это деньги, это то положение, имеется в виду общество, и интерес людей к ним, общества. چه کسی از ماست که نداند در بین ما که پول چیز خوبی است؟ روبل، دلار، طلا چیز خوبی است. چه کسی است که نداند؟ Кто среди нас не знает о том, что деньги, это и рубль, и доллары, и золото, это очень хорошая вещь. Кто это будет отрицать? Кто не будет среди нас отрицать? چه کسی از ماست که نداند قدرت چیز خوبی است؟ پست به او بدهند، موقعیت به او بدهند، مقام به او بدهند و بگوید من دوست ندارم. همه این را میدانند. Кто из нас здесь скажет, что значит власть, какие-то посты государственные, положение, статус, это плохая вещь. Никто об этом не скажет. Все хотят иметь это. چه کسی از ماست که لذت را دوست نداشته باشد؟ لذت ببرد، برخوردار باشد و به اصطلاح از این دنیا بهره خود را بردارد. چه کسی است که ندارد؟ Кто из нас не хочет в этом мире получить все те удовольствия, которые есть в этом земном нашем мире? Кто этого не хочет? چه کسی از ماست که مردم دوست نداشته باشد برای او دست بزنند و بگویند به 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 تو چقدر خوب حرف میزنی، تو چقدر محبوب ما هستی. Кто из нас не любит и не хочет, чтобы люди аплодировали ему и говорили, вот какой ты молодец, какой ты хороший, какой ты интересный, как ты интересно выступаешь, и хорошие слова говоришь. سوال اینجاست چرا فردوسی علیه این هر چهار برمیخیزد و بر ضد اینها کار میکنند؟ Вопрос заключается в том, что именно почему Фердоуси встает и противостоит именно вот этим 4 вещам, которые я озвучил. چرا او پول نمیخواهد؟ چرا او لذت را کنار میگذارد؟ چرا او مقام نمیگیرد؟ و چرا او به 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 و آفرین مردم توجهی نمیکند؟ Почему он не хочет денег, почему он не хочет статуса, какого-то важного поста, хорошего положения, почему он отказывается, скажем, от того, чтобы люди аплодировали ему, высказывали свои симпатии к нему. در حالی که مورچه، حیوان و هر کسی که حیات غریزی و ابتدایی هم داشته باشد دنبال قدرت و لذت هست. چرا فردوسی در زندگی خود اینها را مهار می‌کند؟ Почему, если начиная брать и муравью, любое животное, все, что существует, никто не откажется, и все следуют одной цели, власти, удовольствия и так далее. Почему Фердоуси отказывается от этого? و ما می‌دانیم که فردوسی در زندگی خود سختی بسیار کشید. جایی میگوید که تگرگ آمد امسال بر سان مرگ. او کشاورز بوده است. تگرگ میآید و محصول او را نابود می‌کند و هیچ ندارد تا ماه دیگر. و به خودش میگوید که سر گوسفندی تواند برید درم دارد و جام نقل و نبید. سر گوسفندی تواند برید مرا نیست، خرم مرا را که هست، ببخشای بر مردم تنگ است. این با اون همامکنت و فلان چرا به اینجا میرسد و برای چه ادامه میدهد؟ سال اینجاست. Все это вопрос заключается в том, что Фердоуси говорит следующее. Говорит, он же был земледелом, помещиком, занимался земледельчеством. Говорит, пришел, это дословно, если перевести достаточно трудно, стихов Фердоуси, говорит о том, что когда такой сильный град и сильный дождь, весь, имеется в виду урожай, оказывается, влияет, конечно же, на весь урожай. То в этот год у него урожай не получается. Говорит, почему так? И другие вот такие примеры, которые он приводит. Вопрос заключается именно в этом, что весь его статус, весь его, имеется в виду, авторитет, который у него есть, он приходит именно к этому. و نکته آخری که در این زمینه میگم این که ما همه به دنبال به دست آوردن پول و قدرت هستیم. فردوسی داشت پول و قدرت و صرف هدف خود کرد. اینجا خیلی مسئله
مهمتر می شود. Следующее, к чему все это говорит? К тому, что Фирдауси на самом деле имел он богатство, и деньги, на самом деле, и статус, уважение, все к нему было. Он потратил все это ради чего? Ради той цели, которую он преследовал. هدف من این است که در این زمینه فکر بکنیم، نه اینکه امروز جواب بگیریم و راحت برویم. Моя цель заключается в том, что мы над этим вопросом должны очень глубоко подумать, не то, чтобы получить ответ, встать и уйти. چون فردوسی در همه زمانها شاعر بسیار مظلوم بوده است. Действительно, Фирдауси во всех периодах разных времен он был, скажем, таким простым, таким поэтом. چون هر حکومتی خواسته است فردوسی را بگوید آن است که من میگویم یا آن نیست که من میگویم. Потому что все правительства, государства, которые существовали, говорили о том, Фирдауси, о том, что все, что мы говорим, это есть, а то, что ты говоришь, это не то, что мы говорим. و ظلم بزرگتر فردوسی آن است که در طول این سالهایی که شاهنامه وجود آمده است اندیشه فردوسی را یک اندیشه نژادی معرفی کردند، نه یک اندیشه انسانی. Следующий момент это то, что идеи и мысли Фирдауси на протяжении всего этого времени представляют как иначе, как расовые идеи, имеется в виду, а не гуманные или монистические идеи. فردوسی اصلا اندیشه نژادی ندارد، تبارگرا نیست. این گونه نیست که هرچه ایرانی باشد از نظر فردوسی زیبا باشد و هرچه غیر ایرانی باشد آن نازیبا. این بزرگترین توهین به فردوسی است. На самом деле у Фирдауси никогда и не было расовой идеи, расовых взглядов, расовых мнений. Это ошибка и некое такое оскорбление в сторону Фирдауси. Это означает о том, что если для Фирдауси тот, кто иранец, он кажется очень красивым, именно он уважает именно иранцев. Это не так, это неправильно. فقط یک مثال میزنم و بحث را جمع میکنم. یکی از شاهان بزرگ شاهنامه کسی است به نام کیکاووس. Я приведу такой небольшой пример, потом уже резюмировать свое выступление. Одним из таких величайших шахов или царей Шахнаме есть его имя Кейкаус. او همان کسی است که جنگ رستم با سهراب در زمان او رخ میدهد. Это тот царь, который именно битва между Рустамом и Сухровым происходит именно в его времени. و فردوسی از زمان رستم به صراحت به کاووس میگوید که همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را پادشاهی نه اندرتر است، چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک. و شروع میکند به توهین کردن به بزرگترین پادشاه ایران و آن کسی که از نظر خود شاهان ایران بسیار آدم مهمی است. В действительности, вот в этой сказании, в этом эпосе, Фирдауси говорит следующее языком Рустама к Кейкаусу, величайшему царю тогдашнего Ирана, о том, что все твои дела, которые бы ты не делал, не творил, все они плохи. И таким же образом он говорит ему, оскорбляет этого величайшего царя Ирана. اگر بشماریم حوادث زمان کیکاووس را بیشتر از 16 بار فردوسی به کیکاووس میگوید این شاه بیخرد. Если вот этот промежуток времени, период имеется в виду правления Кейкауса, мы посмотрим, там более 16 раз Фирдауси говорит, этот царь недоумок, недоразвитый и так далее. اما در مقابل از پیران ویسه وزیر افراسیاب دشمن ایران بارها و بارها که ترک‌نژاد هم هست تعریف میکند و میگوید اون نمونه خرد است. پس فردوسی تبارگرایانه فکر نمیکند، انسانی فکر میکند، ولی آن داستانهایی که در تاریخ ایران رخ داده است چون میخواهد آنها را درست روایت کند آنها را روایت میکند. И таким же образом
он говорит Фирдауси в своем эпосе о визире или министре царя Афрасьяпа, как бы они были из Турана, они воевали против Ирана, говоря о том, что этот визирь, этот старец является символом разума, он является таким вот мудрым человеком. Это все свидетельствует о том, что Фирдауси не был, у него не было таких российских расовых взглядов. خب برای اینکه سخن طولانی نشود من خواهش میکنم که به این دو مسئله بعد از این جلسه و در خانه شب فردا بعدها فکر بکنیم که چرا فردوسی بیشتر از روزی 4 بیت نگفت و چرا هر چی که داشت آن چیزهایی که همه ما دنبال آن هستیم فدای سرودن شاهنامه کرد. Я, резюмируя свое выступление, хотел бы сказать следующее. Хочу, чтобы вы подумали внимательнее, именно акцентировали свое внимание и мышление именно двух этих вопросов, которые я здесь озвучил. Потому что почему Фирдауси, будучи величайшим поэтом, в день писал только 4 бейта и 5. Почему как бы вот эти вот моменты, после того, как бы наше сегодняшнее мероприятие закончится, вернетесь домой, вот такой некая пища для размышлений, чтобы подумать на этот вопрос. و آیا سال آخر و آیا وقتی که کسانی مثل فردوسی در میان ملت ها نباشند، چه در میان ملت روس، چه در میان ملت ایران و دیگر ملت ها، نباید عصر طلایی ادبیات ها تمام شود؟ Следующий вопрос заключается о том, что если такие личности, как Фирдауси, если их не будет среди русского народа, среди иранцев, среди других народов, это не означает, что значит, золотой век литературы подходит к концу. به عبارت ساده‌تر وقتی که ما امروز به شاعری میگوییم 5 بیت بگو یا یک قصیده بگو یا یک مقاله بنویس، اول ما میگوید چقدر به من میدهی که بنویسم، چقدر پول میدهی تا برای تو مقاله رو بنویسم. این را مقایسه کنید با آنکه جان خود را هم میگذارد تا آنی که دوست دارد بنویسد. آیا این پاسخ ولو اندک و کوچک به این نیست که چرا دیگر فردوسی ها، داستایفسکی ها و پوشکین ها دیگر نیستند؟ Это разве не означает о том, что если сегодня мы, обращаясь к какому писателю, поэту, скажем, напиши, пожалуйста, стихи, напиши, пожалуйста, какую-то статью, он скажет в ответ вам, что сколько вы заплатите мне? Значит, разве тот человек, который отдавал все ради того, чтобы написать то, что у него в голове, в своих мыслях, ничего не требует взамен, разве такие личности, как Фирдауси, такие личности, как Достоевский и Пушкин, таких людей уже они появятся и будет. و آخرین جمله من، ادبیات بزرگ، ادبیات‌های کلام ملت‌ها محصول دو چیز است: عشق و ایمان. و آن کس که به کارش عشق ندارد یا ایمان ندارد نخواهد توانست شاهکار خلق کند. Знаете, величайшей литературы этим продуктом является следующее. Их величие заключается в том, что если у представителей этой литературы не будет любви к своему делу, к своему творению, и не будет веры к своему, то, что он делает, тогда уже его невозможно никак назвать величайшей литературой. خب من سخنرانیم را با همان بیتی که در آغاز خواندند از فردوسی به پایان میبرم، چون هنوز هم کسی در بشریت زیباتر از این خدا را توصیف نکرده است. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی شاهنامه هم را شروع میکنم به نام صاحب، اینجا خداوند یعنی مالک، صاحب جان و خرد، که هیچ کس از این بهتر شروع نخواهد کرد و 1000 سال گذشته است و هنوز کسی از این زیباتر از کتابش را شروع نکرده است. Я, заканчивая свое выступление, хотел бы опять же прочитать
те стихи в начале нашей программы они звучали о том, что Фирдауси открывает свою книгу именно этими словами: воспевание Всевышнего Творца, который сотворил, имеется в виду, душу и разум человека. Он на самом деле говорит о том, что кто является истинным хозяином души и разума, это Всевышний Творец. Никто в мире на самом деле так красиво не начинал свое произведение, свою работу, свое творение стихов наилучшим образом воспевая, Всевышнего Творца. امیدوارم فردوسی 30 سال زحمت کشید، ما به احترام او 30 دقیقه یا 30 ساعت یا 30 روز در مورد کار او فکر بکنیم. خیلی متشکرم. И я хотел бы сказать следующее, что Фирдауси потратил 30 лет для того, чтобы создать, творить это свое творение, это Шахнаме. А нам все-таки необходимо, чтобы хотя бы 30 секунд, 30 минут или 30 дней, 30 часов хотя бы подумать и поразмышлять над его творением и работой. Спасибо.